Обожаю свою работу за то, что на ней хоть иногда можно почувствовать себя настоящим королем, Я должна друзья. была надеть. Ну ладно, давай передам. Но на самом деле я надел эту корону только для того, чтобы почувствовать ее вес. А она такая прям, знаешь, увесистая. Ну, давай, попробуй, ну. Можно? Ева, Ну, можно? Просто я должна спросить у обладательницы этой короны. Самая красивая девочка России, победительница конкурса «Маленькая мисс Россия» Ева Евтеева у нас в гостях вместе со своей мамой Ксенией. Доброе утро. Все, снимай. Все, я не могу себе позволить вот так вот сидеть весь эфир, Ева, потому что она твоя. Слушай, кокошник, корона и все это такое массивное. Ну, тяжело же, наверное, быть победительницей конкурса «Маленькая мисс Россия». Что ты скажешь? Тяжело? Нет. Что, легко? А как красиво такой живется девчушке, зная, что она самая красивая. Хорошо тебе? Да. Ты счастлива быть победительницей конкурса «Маленькая мисс Россия»? Да. Напомним, что Ева и Ксения, они приехали к нам из Белорецка. В Белорецке, собственно, вы живете. Но, Ксения, расскажите вы, «Маленькая мисс России» — это прям реально самый главный конкурс красоты среди детей в возрасте от 3 до 16 лет. Это главный конкурс красоты, правда? Да. Идея принять участие, конечно же, принадлежит вам. Да. Как это было? Ну, я увидела рекламу в Инстаграме и подала анкету. Через несколько дней мне прислали приглашение на конкурс. Вот, и так решили участвовать. Вот. Но ведь конкурс красоты, он же ведь не только про красоту. Мы же говорим о талантах ребенка, да? То есть там нужно было заявиться не только с красивым личиком, да? Да. Понятно. Там нужно было продемонстрировать свои какие-то умения, таланты. Ева, чем ты удивляла судей? Художественной гимнастикой. Так, Ты что, занимаешься ты? художественной гимнастикой? Да. Профессионально прям? Да. Сколько лет уже? 5. 5 лет. А тебе А сколько тебе сколько? лет? 8. С 3 лет художественной гимнастикой? Да. Это вот вы в Белорецке Да. занимаетесь, да? Слушайте, это круто. Итак, ты показала им, значит, художественную гимнастику. Что еще? Стихотворение рассказывала какие-нибудь? Нет, пела. Пела? Что ты пела? Визитку про себя. Так, Ой, то есть слушай. ты что-то придумала, сама про себя придумала, еще и спела. Или мама придумала? Мама придумала. А ты сможешь нам тоже сейчас спеть, что ты там Исполняла. исполняла, да. Да. Ну, давай. Ой, вы гости, господа, вас приветствую, друзья. Ева, я Евтеева из Ломовского села. И мака в цвет, и не мака в цвет. Алые щеки румяна, поглядите на меня. О, божечки! Присаживайся. Мы тебя аплодируем, мы тебя поздравляем с этой победой. Итак, что тебе подарили? Ну вот мы понимаем, что вот эта вот корона, которую я тоже успела примерить, теперь твоя. Дипломы, сертификаты и платье. Ой, что за платье тебе подарили? Красивая? Да, Ты в нем уже куда-то ходила? да, Куда? к бабушке на день рождения. Ты вот милашка. Ну что, я просто думала, что в конкурсе красоты принимают участие такие, знаете, вот бойкие, вот они рвут и мечут. Ева просто невероятно скромный человек. Вы просто невероятно скромная девочка. Заслуга вашего воспитания в том числе. Кто были эти замечательные детки, конкуренты, и сколько их было, конкурентов у Евы, соперниц в вашей возрастной категории? В нашей возрастной категории было 15 участниц. То есть со всей России приезжали участницы. В нашей категории их было 15. А всего в конкурсе 50? Всего 57. 57. И конкурс проходил в Сочи. В Сочи, да. Да. Ев, ты в первый раз была в Сочи? Нет, О, ты уже путешествовала, да? Ты опытная путешественница. да. Что тебе особенно понравилось в Сочи и вообще на конкурсе на этом? На конкурсе мне понравилось, что я заняла первое место. Ну, естественно, что же еще может понравиться в Сочи, конечно. Слушай, а вот когда объявляли, итак, гран-при конкурса «Маленькая мисс Россия 2021» становится
Ева Евтеева. И что вот тогда в эти минуты происходило? Я чуть не заплакала. Ой, Подожди, батюшка. от радости? Но ты мне сказала до эфира, что ты знала, что ты победишь. Ты кому-то шоколадку подарила? Или что? Как ты это знал? Ну, внутренняя уверенность наверняка какая-то была. Мама наверняка была рядом, подбадривала, говорила: Ева, ты у меня самая лучшая, самая красивая, ты победишь. Да. А не было страха, что вот там столько девчонок, все равно же все тоже красивые, все тоже талантливые. Костюмы у всех, наверное, тоже Костюмы, да. яркие, да, вот как у тебя. Ну, чуть-чуть страх был. Наверняка нашла какую-нибудь глазами одну девчонку и думала: вот это моя соперница номер один. Откуда она была? Не помню. Нет, все-таки, глядя на тебя, хочется сказать, что конкурентов тебе быть не могло. И костюм такой шикарный. Знаю, что вы помимо творческих талантов демонстрировали еще и костюмы, да? Да. А костюм сами делали? Костюм придумывала я, но, естественно, шили специалисты. Это мы про этот костюм Да, говорим, да? да, Еще интересный факт, что тяжелый, да, кокошник? Тяжело сидеть, тяжело быть красивой все-таки. Нет. И вы еще демонстрировали какой-то интересный костюм, да? Да, созданный это вами? был еще один этап, где нужно было продемонстрировать костюм «Мой город» в виде главной достопримечательности города. Какую главную достопримечательность Белорецка вы Мы демонстрировали? выбрали водонапорную башню. Это у нас такой красивый памятник архитектуры. Да. Вот. И сделали костюм в виде этой башни. Костюм в виде Смотрелось водонапорной очень креативно. Слушайте, это прикольно. Ну, звучит, да, Да. так это интригующе. Ева, кем ты мечтаешь быть, когда вырастешь? Моделью. Вот я даже Вот вообще террас. не удивлена, такая, у тебя все получится. Ксения, вот как вы думаете, подобные конкурсы, это все-таки конкурс красоты, таланта, они как влияют на детей? Потому что многие прям вот критикуют ведь подобные мероприятия детские. Ну да, критикуют, но мне кажется, все равно они дают ребенку немного раскрыться и почувствовать себя на сцене, чтобы уверенность в себе какую-то выработать. Я думаю, нужны они плохого. все-таки. Да, ничего плохого Мне в этом нравится, нет. да, мне нравится то, что у нас все-таки в России конкурсы красоты, они больше про духовное, потому что там раскрываются таланты, демонстрируют какие-то свои, да, опять же, таланты ребятишки. А вот если посмотреть творческие способности, да, а вот если посмотреть на заграничные конкурсы, то там вот прям иногда берет страх и жуть, потому что ребятишкам наращивают волосы, им накачивают губы, родители вообще теряют какой-то рассудок в борьбе за вот эти вот самые призовые места на этих конкурсах. Благо нас это точно не касается, наших конкурсов российских. А до этого ты на большой сцене выступала? У тебя есть опыт выступления на сцене, на большой, среди большого количества зрителей? Да. Что это И было? чего это ты делала? Художественная гимнастика. Соревнования? Соревнования, Это тоже да. были соревнования. Успешно, кстати, у вас художественная гимнастика идет? Почти все соревнования заканчивались с медалями. Первое, второе место. Вот. У нас 6 медалей. Да? 7. 7. И 1 кубок. Еще и кубок у тебя есть. Ты просто большая, молодец. Ты в каком классе учишься? Во второй пойду. Ну вот, уже пошла, да? Была уже в школе? Нет, еще. Еще Мы школа. после конкурса приболели немножко. Ага. Вот. Ну, Сейчас все хорошо. Завтрашнего дня, наверное, выходим. хочешь в школу? Очень. Да. Так Серьезно? пойдешь? Соскучилась? А, правда? Ева, так пойдешь? Нет. Почему нет? Придешь, всех сразишь на повал. Что все знали, что ты победительница конкурса «Маленькая мисс Россия». Мне кажется, вот так вот, в принципе, по Белорецку ходить в ближайшие дни и нужно. Ты точно там будешь самый популярный. Хотя ты, наверное, уже самый популярный житель города Белорецк, да? Да. Вот, все правильно. Будущая Лилька Курамшина растет. Евушка, мы тебя поздравляем.
Ты большая молодец. Продолжай принимать участие в конкурсах, показывай всем свою красоту, все свои возможности. И обязательно на этих конкурсах прославляй Республику Башкортостан и город Белорецк. Ты нам обещаешь? Да. Спасибо. договорились. Ксения, спасибо вам, вашему супругу, за воспитание такой милой, скромной девочки. Напомним, что победительница конкурса «Маленькая мисс России» Ева Евтеева вместе с мамой сегодня были у нас в гостях, приехали из Белорецка этим утром, чтобы поделиться Красотой, да, классной улыбочками, классным новостью. Можно я настроением? еще просто корону Ну, хорошо, подержу в ну, только руках? чуть-чуть, У меня ладно. никогда не было подобных конкурсов, соответственно, короны тоже у меня такой не было. Я тебе немножко завидую. Друзья, доброе утро, классный день намечается, понедельник, 6 сентября на календаре. Красоты вам побольше. Да, и улыбочка. Жизни. Вот так вот встали сейчас. Если даже еще не проснулись, встали, потянулись, улыбнулись. И в новый день с классными эмоциями. Лилия Курамшина. Иван Тихонов. Пока-пока.